Здесь как бы ключевые вот такие акценты, которые мы решили сделать, это необходимость координации и выход на некий такой региональный контекст. Потому что вот сейчас мы видим в последнее время в основном наши обсуждения, иногда дискуссии касались вопросов такого очень локального характера, строго локального характера. Мы предлагаем сегодня посмотреть на стратегические приоритеты в более широком международном контексте, в более широком региональном контексте, хотя, конечно, не исключаем и вопросы локального характера, которые вот вписываются в этот контекст. Хотим поблагодарить, во-первых, Международный фонд ОПСНы, который поддержал и фактически является соорганизатором этого мероприятия. Видим в последнее время, как много инициатив поддерживается этим фондом. Все инициативы на самом деле полезные, на самом деле разносторонние. И прежде чем мы перейдем к представлению докладов, хотела бы, чтобы от имени Международного фонда ОПСНы выступил вице-президент этого фонда Максим Гвинже. Список приглашенных был намного больше, но так как был сегодня катаклизм, наверное, многие не смогли прийти. Я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет открытая, чтобы ни одна из сторон не принимала ее как критику, а как полезную информацию для размышления. И сегодня мы хотим, как и в прошлых круглых столах, мы хотим построить такой хороший диалог, который бы помог нам в будущем развить какие-то новые направления в совместной деятельности. Еще раз от лица всего коллектива Международного фонда ОПСНы и Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития приветствую вас на нашем форуме. На сегодняшний день, 2016 год, где мы находимся сегодня? Да? Нужно различать, наверное, аспекты внутренние и аспекты внешние. Что у нас происходит внутри и как мы выглядим на внешней стороне. К сожалению, проблем у нас не убавилось, проблем у нас много. Нас периодически потряхивает внутри Абхазии. И все, недавно мы с вами были свидетелями некоторых событий, которых мы не ожидали. Я еще 27 мая тоже, когда, давал какие-то свои оценки тому, что произошло, я тогда еще сказал, и хочу сейчас повторить, что я, конечно же, не был сторонником вот такого развития событий, которые были 27 мая. Да? И тогда мы с большим трудом удержались в рамках конституционных, большим трудом. И все действия, которые последовали за 27 мая, они были все в соответствии с теми решениями, которые выполнил высший законодательный орган нашей страны, это парламент Абхазии. Согласно Конституции были назначены новые выборы. Могу сказать, что то, что Александр Золотинский Анкваб тогда подал в отставку, это тоже было хорошо для того, чтобы успокоить внутреннюю ситуацию, не создавать лишнего напряжения. И тогда я такую оценку тоже дал. Казалось бы, прошло время, и вроде как бы мы должны были бы приступить к созидательной работе. Вроде проблемы всем понятны, всем понятно, что надо делать. Однако же мы спустя буквально 2 года опять натыкаемся на те же грабли, опять нас начинает потряхивать, опять, те же методы, хотя мы старались, руководство, я имею в виду, Абхазии старалось увести людей с площадей, с улиц. У нас есть сегодня очень много институтов разных создано в Абхазии, да, где люди могут выражать свое мнение. Это и общественная палата, и парламент Абхазии, безусловно, который на конкурентной основе всегда у нас избирается. Это и различные другие общественные организации, очень значимые в нашем обществе. Кроме этого, было предложение президента создать совет, на котором обсуждались бы самые главные вопросы стратегического развития Абхазии. И участниками этого совета должны были быть по приглашению президента все руководители всех общественно-политических партий и движений. Вроде как бы все правильно, но почему-то не срабатывает, почему-то не работает. Я даже помню, критика была со стороны Сергея Мироновича, когда он сказал о том, что не нужно в этот орган набирать всех подряд, а должны присутствовать только руководители политических партий.
Ну, где-то можно и согласиться, в принципе, с этим, потому что у нас масса других есть общественных площадок, где присутствуют все остальные люди. А вот этот орган, он мог бы стать, так сказать, местом для обсуждения любых проблем. Единственная партия, кстати, которая отказалась участвовать вот в этом, это политическая партия Амсахара, к большому сожалению. Но я думаю, я надеюсь на то, что все-таки приглашение, оно остается в силе, наверное, и партия Амсахара, она войдет как бы в этот орган, и орган начнет работать. У нас действительно много проблем, которые давно назрели и требуют своего разрешения. Нужна только политическая воля. Вот это вот один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Второй момент, значит, у нас после событий 5 июля, на мой взгляд, произошла некая трансформация. Да? Эпоха, которая была до 5 июля и после 5, она, мне кажется, начинает уже различаться. Что я имею в виду? Все-таки наше общество, оно устало уже от всех вот потрясений. Наши люди хотят элементарно, спокойно жить, работать, иметь такую возможность, содержать свои семьи. Никому не интересны новые выборы, внеочередные выборы, которые у нас, как всегда, сопровождаются всякими неприятностями. На все выборы мы идем как на войну, к сожалению, да. И в этом смысле тоже возникает целый ряд вопросов, может быть, имеет смысл пересмотреть вообще, значит, форму политического устройства Абхазии и сдвинуться, может быть, в сторону парламентской республики. Если я прав, то у нас возникает новая ситуация, когда оппозиция, она должна обязательно присутствовать при любой власти, а у нас ее сегодня, по сути дела, нет. И возникает ниша, которая будет обязательно заполняться. А вот теперь вопрос, а кем она будет заполняться? А я считаю, что будет заполняться молодыми людьми, потому что наше общество уже устало от всех наших с вами лиц, вот нашего поколения, так сказать, да, и люди ищут новых как бы людей, новые лица, которые... И это, конечно, будет молодежь. С точки зрения координации действий между Россией и Абхазией, я думаю, что у нас, хотя, во всяком случае, внешне все у нас благополучно. Я не знаю, какие у нас там процессы идут в кулуарах, так сказать, но внешне все нормально. Абхазия выполняет все свои обязательства по договору. Российская Федерация тоже не подводит в этом смысле Абхазию. Все только от нас с вами зависит. Спасибо за внимание. В чем выражены общие геополитические интересы России и Абхазии на сегодняшний день? Безусловно, это, конечно, военное сотрудничество, которое налицо, которое выражено в конкретных ипостасях, в конкретных действиях двух оборонных ведомств. Конечно же, нельзя не обратить внимание на общее пространство языковое. Это, в принципе, сейчас уже активно внедряется в политологический научный оборот понятие «русский мир». И русский язык, конечно, тоже объединяющий фактор. Здесь его нельзя игнорировать. И, конечно, можно уже с уверенностью говорить, что сложилась общая, вернее, сформирована общая политическая, экономическая стратегия двух государств. В чем это выражено? В последний день уходящего 2015 года Хаджимба Рауль Джумкович, президент Абхазии, поддержал санкционный режим в отношении Турции. Это был единственный шаг из аналогичных, которые продемонстрированы были фактически союзным государством. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Абхазия является тем туристическим кластером, и налицо наше вчерашнее присутствие на государственной границе двух государств, которое является таким очень серьезным, вызывающим интерес у туристов России объектом. Это тоже, конечно же, нельзя не учитывать. Немало таких круглых столов, немало таких встреч в Абхазии проводится, но, к великому сожалению, эффекта от них мало. По всей вероятности, следует нам всем продумать, как использовать такой потенциал. Потенциал тех институтов, тех встреч, обсуждений, диалогов и прочих, которые мы проводим здесь уже 20 лет, но, еще раз повторяю, от них особого эффекта мы не получаем. Я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Вся наша проблема, в том числе и российско-абхазских взаимоотношений, в конечном итоге упирается
в деятельности, в системе органов власти и управления, как Абхазии, так и России. Сегодня это так. Мы не живем в традиционном абхазском обществе. Да, конечно, общественность участвует в жизни стран, в жизни государств, но в конечном итоге политика определяется, проводится определенными структурами власти и управления. А в этой связи я хотел бы поставить перед вами всеми присутствующими, я всех вас уважаю, если не уважал бы, не пришел бы сюда и не стал бы столь откровенно с вами говорить. Есть ли в нашем обществе элита людей, которая могла бы править нашим обществом лучше, нежели ныне действующая власть? Если есть такая группа людей, такая элита, то как привести ее к власти? Вот две задачи, на мой взгляд, если мы что-то способны решить, две задачи взаимосвязаны, это две стороны единой проблемы, которую мы с вами должны решить. Решение этой проблемы я вижу, смысл ее я вижу как с точки зрения внутриполитической жизни Абхазии, так и с точки зрения динамичного развития российско-абхазских отношений. Тем более, что вот скоро будет 8 лет, как страны выстраивают партнерские, союзнические отношения, но здесь тоже, как уже сегодня говорилось, проблем нерешенных немало. Но хуабский или губский крестьянин решать эти проблемы не будет. Эти проблемы будут решать опять-таки представители власти. Очень важно, чтобы представители власти могли понять всю сложность проблем, всю сложность и противоречивость современного мира. Сегодня у нас есть задача показать или посмотреть, проанализировать, что в качестве приоритетов мы можем обозначить для скоординированной политики России и Абхазии на данном этапе. Вот на наш взгляд, сегодня приоритетом для скоординированной политики России и Абхазии являются вот следующие 3 пункта. Ну, это вот на мой взгляд. Первый пункт – это интеграционная политика. Второй пункт – это политико-правовое оформление итогов войны Абхазии с Грузией и итогов военно-стратегического статус-кво, который сложился после 2008 года. И третий пункт – это международная защита прав абхазского народа на независимость. То есть вот эти 3 пункта являются важнейшими для скоординированной политики России и Абхазии с нашей абхазской точки зрения на сегодня. Вы знаете, вот в абхазском обществе есть вообще мнение о том, что вот эта формулировка «скоординированная политика», она как бы в какой-то степени нарушает суверенитет, полный суверенитет Абхазии. И вот у меня была возможность даже поспорить на эту тему с носителями этой идеи. Дело в том, что скоординированная политика подразумевает не только координацию со стороны Абхазии с российскими интересами национальными, но ведь она подразумевает и координацию со стороны России с абхазскими национальными интересами. Поэтому я считаю, как раз-таки эта формулировка очень важна для того, чтобы и Россия, и Абхазия предельно четко озвучивали друг другу собственные национальные интересы, и в рамках этих собственных национальных интересов ожидания друг от друга, ожидания приоритетные и ожидания перспективные. Кроме того, я считаю очень важным, чтобы мы озвучивали друг перед другом и какие-то вещи, которые мы считаем красными линиями, которые невозможно переходить стратегическим союзникам. Поэтому вот эта формулировка «скоординированная политика», она очень важна для реального и перспективного стратегического сотрудничества. У нас подписан договор, где сказано совершенно четко, что российская сторона
обязуется поддерживать широкое международное признание Абхазии и подключение Абхазии к международным интеграционным структурам. Более того, был принят Министерством иностранных дел Абхазии и Российским Министерством иностранных дел меморандум о скоординированной внешней политике. И в этом меморандуме также в качестве приоритетов были обозначены широкое международное признание Абхазии, поддержка со стороны России, и подключение Абхазии, содействие со стороны России, подключению Абхазии к интеграционным структурам. Вот на наш взгляд сегодня, действительно, как я уже говорила, наша повестка российско-абхазская, она, конечно, включает очень важные компоненты, в первую очередь экономической поддержки, финансовой поддержки. Есть какие-то спорные моменты такого тоже локального значения. Но вот российско-абхазская повестка сегодня вот в реале не содержит все-таки таких больших проектов, которые позволили бы Абхазии стать серьезным, значимым игроком в регионе, несмотря на наши маленькие примеры. Тем более, что есть примеры того, как маленькие государства играют важную роль в интеграционных структурах. Ну, например, мы как-то вот несколько лет назад приводили в качестве такого примера люксембургскую модель, когда маленький Люксембург играет очень важную роль в качестве финансово-административного центра в Евросоюзе. И причем мотивирует эту свою роль именно тем, что Люксембург стоял во время инициирования интеграционного проекта Европейского Союза. В этом смысле, как мне кажется, Абхазия не должна ожидать предложений от России, хотя, конечно, мы с большим интересом относимся ко всем этим предложениям. Абхазия сама должна формулировать повестку, которая могла бы быть интересной и с точки зрения национальных интересов Абхазии, и с точки зрения национальных интересов России. Вот один из первых пунктов этой повестки – подключение Абхазии к интеграционным проектам, практически ко всем проектам, где присутствует Россия, наш стратегический союз. Абхазия должна проявить инициативу для подключения. В этом смысле для нас особый интерес, безусловно, представляет Евразийский союз, безусловно. И мы уже давно, наверное, должны были бы заявить о своем интересе к подключению к этому проекту в любом качестве, не обязательно в качестве члена полноценного, хотя бы в качестве партнера по диалогу или хотя бы в качестве наблюдателя на данном этапе. Но мы, как известно, официально таких заявлений не делали. Есть просто такие размытые заявления о том, что для нас этот проект интересен. Но мне кажется, есть еще более интересное сейчас развитие интеграционных инициатив России, которые очень часто озвучивает Путин. Вот на последнем Петербургском саммите Владимир Путин озвучил идею Большой Евразии. Это идея, которая означает сопряжение или объединение разных интеграционных проектов, в которых участвует Россия. И речь шла о том, что к Большой Евразии, Большая Евразия должна подключить такие проекты, как ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, такие проекты, как Евразийский союз, такие проекты, как экономический пояс Великого Шелкового пути, который сейчас активно продвигает Китай. И более того, было сказано о том, что для России очень важно сопряжение с Европейским Союзом. То есть формируется такое большое, конструктивное и основанное на идее сотрудничества пространство не только экономического сотрудничества, но и пространство безопасности, потому что экономическое сотрудничество невозможно без гарантированной безопасности. И речь идет опять-таки о таком пространстве безопасности от Лиссабона до Владивостока, о котором постоянно говорит Россия, и на словах, кстати, поддерживают ее оппоненты из Европейского Союза. Но на словах они поддерживают эту идею. Поэтому чтобы очень подробно, опять же, не рассказывать обо всех этих безумно интересных, на мой взгляд, интеграционных идеях России,
Причем самое важное, что отличает эти интеграционные идеи, Россия все-таки исходит из абсолютного уважения национальных интересов и национального суверенитета участников, субъектов этих интеграционных проектов, что отличает ситуацию, скажем, в рамках Европейского Союза, потому что интеграционный проект Европейского Союза пошел все-таки по пути ограничения национальных суверенитетов и ограничения интересов национальных государств в плане экономики. То есть это стало причиной того, что многие государства в последнее время стали проявлять недовольство, и мы знаем, Великобритания фактически проголосовала за выход из Европейского Союза, и эту перспективу могут рассматривать и некоторые другие европейские государства. Вот на этом фоне интеграционные инициативы России, которые основаны на конструктивизме и уважении национальных интересов, в том числе экономических, всех субъектов, входящих в интеграционный проект, они обладают преимуществом. И как вот было заявлено, уже более 40 государств ведут переговоры с Россией по поводу подключения к вот этим проектам, к евразийскому проекту, к проекту Большой Евразии. Особенный интерес представляет здесь Черноморско-Кавказский регион. Вот наша задача сегодня – превратить Абхазию вот в такой транспортно-логистический хаб, узел транспортно-логистический. И более того, может быть, Абхазия могла бы стать даже неким таким фокусным регионом, где мы могли бы испробовать вот эту модель сопряжения разных интеграционных проектов. То есть вот эта вот модель, которую Путин называет интеграция интеграции, он об этом сказал на юбилейной 70-й сессии в ООН. Эта модель интеграции, она, безусловно, подразумевает в себе и Черноморско-Кавказский регион, потому что он находится в фокусе пересечения всех этих больших интеграционных проектов, которые сегодня инициировала Россия. А если посмотреть на Абхазию, то Абхазия является той страной, которая находится в фокусе Черноморско-Кавказского региона. Как бы очень выгодное положение, потому что мы являемся барьером между геополитической такой вот конфронтацией России и Грузии как страной НАТО. И именно по Ингуру проходит вот этот вот барьер, стратегический военно-стратегический барьер и буфер между вот такими противостоящими, очень конфронтационными сегодня конфигурациями. В случае риска военной конфронтации мы становимся надежным заслоном, контуром безопасности. А в случае, наоборот, того, если интеграционные проекты действительно пойдут в реальности, тогда именно Абхазия становится связующим таким геоэкономическим и транспортно-логистическим, и финансово-административным, каким хотите, таким звеном в Черноморско-Кавказском регионе для разных интеграционных проектов, включая Евразийский и Европейский Союз, и ШОС, БРИКС и так далее. Поэтому вот первый пункт, о котором я считаю, который для нас сегодня очень важен в российско-абхазской повестке, это способы и возможности подключения Абхазии к интеграционным проектам в Большой Евразии. К Большой Евразии приглашен Европейский Союз. Вот. И я считаю, что мы, абхазская сторона, имеем возможность предложить определенные институциональные компоненты. На самом деле, просто вот сейчас нет времени даже об этом говорить более детально. То есть Черноморско-Кавказский регион, завершая, хочу сказать, должен стать и может стать модельным таким регионом, если хотите, экспериментальным регионом для практической реализации идеи интеграции или идеи сопряжения различных больших интеграционных проектов в рамках Большой Евразии. Я хочу суммировать все, что было сегодня сказано, потому что моя маленькая презентация отражает все ваши тезисы. Вы абсолютно правы, я согласен. Но, тем не менее, вот основные приоритеты, да, для всех нас, они очень понятны. Это стабильность, безопасность, экономическая и социальная безопасность, развитие, успешная модель сотрудничества, как элемент мягкой силы. Я сейчас хочу поговорить о мягкой силе. Вот сильная экономика, сила Абхазии в экономике, в финансах, в войне, и в военном, и в другом,
это мягкая сила для России. Наш успех – это успех России. Потому что мы союзники, мы стратегические партнеры, что я не люблю говорить, это стратегические партнеры. Мы союзники, да мы вообще братские народы, мы на одной волне, мы думаем одинаково, шутим одинаковые анекдоты и любим одинаковые фильмы. Да? Это надо ценить, это надо развивать. При этом оставаясь самими собой. Не надо идти по пути конфронтации, которую, кстати, очень успешно вот подпитывают, как вы говорите, многие какие-то вот западные такие, они работают во всем мире, они не теряют время, они всегда очень гибко и эффективно используют любую ситуацию в свою пользу. Мы должны им противостоять. Спасибо, Лейла. И я очень благодарен организаторам, и Лейле, и Беслану, за то, что пригласили Братскую Республику Абхазия, которая для всех российских евразийцев, конечно, является не простой республикой, а на самом деле любимой страной души, Абсны. И я вспоминаю часто тот 8-й год, 9-й год, когда была огромная эйфория об объединении наших стран, о создании единого евразийского пространства, когда наши евразийские интеграционные проекты, которые казались несбыточными, невероятными, вдруг неожиданно обрели плоть, когда было признание Абхазии и Южной Осетии, Медведев это объявил, мы были в евразийском офисе в Москве, и было какое-то ощущение, счастья. И я помню парад 2008 года, когда покойный президент Багапш принимал этот парад, когда Абхазия обрела суверенитет. Очень многие проекты тогда сдвинулись, и после этого сдвинулись. Другое дело, что приезжая спустя годы в Братскую Республику, я до сих пор вижу эту границу, где люди стоят. Эта граница унижает, на самом деле, наших людей, потому что понятно, что ментально мы одно и то же, но и экономически мы одно и то же. И понятно, что Абхазия суверенная страна, Россия суверенная страна, но мы видим множество примеров на планете, когда суверенные страны, там Франция и Бельгия, а границы между ними нет. И я считаю, что, конечно же, мы должны, как гражданское общество, бороться с проявлениями этих границ. Границы должны быть с теми, кто не мы. Лев Николаевич Гумилев, у него был такой тезис, что нельзя делить народы или общности культур по языку, по каким-то лингвистическим принципам, по экономическим даже принципам. Надо определять, кто мы, а кто не мы. Абхазия и Россия – это мы. А не мы, с теми надо делать границу. Надо строить границу и как-то с ними выстраивать отношения. Поговорим о том, как нам евразийские наши интеграционные проекты из Абхазии двигать, именно из Абхазии. В свое время мы в 2009 году создали в Париже движение по защите прав народов. Есть тезис Human Rights, права человека, есть Labor Rights, это трудовые права коллективов, которые дала миру Великая Октябрьская социалистическая революция, а есть People's Rights, это тезисы 1976 года Алжирской конференции о том, что народы имеют права на язык, на культуру, на недра, в том числе и на независимость, когда у них эти права отбирают. И благодаря этим правам, в принципе, независимость абхазского народа, южно-осетинского народа и решение народов Крыма о своем суверенном выборе, они очень органично реализуются. Для евразийцев Абхазия – это родная земля, и мы действительно воспринимаем очень чутко все, что здесь происходит.